телепроекта «Сказка Бэйби» – магазин для мам и малышей. Сказка – это новая жизнь. Сказка – это любовь. Сказка – это счастье. Сказка – это забота о мамах и малышах. Магазин «Сказка Бэйби», Лермонтова, 49. Давай следующий. Держи. В Инстаграме все так готовятся к Новому году, я боюсь не успеть подготовиться. Не волнуйся, мы справимся. Здравствуйте, мои дорогие. Меня зовут Вика Андреева, а это мой муж Петя. Именно с ним мы сегодня проведем наш выпуск. А еще здесь кое-кто спит. Наш сыночек Егорушка, просыпайся. Ты мое солнце. Так что не переключайтесь, будет очень классно. Сегодня в выпуске новогодний переполох. Дед Мороз пахнет папой. Стоит ли подрывать веру ребенка в чудо? Совет от психолога Александры Уаровой. Ну что ты, это же всего лишь Дед Мороз, это же сказки, ну ты же уже большой, а он хочет еще побыть маленьким, ему нужно вот это вот внимание мамино, любовь и забота, почувствовать это, потому что если это ребенок не получит от самых родных людей, то эта травма остается такой завуалированной, но она переносится, к сожалению, во взрослую жизнь. Как быстро накрыть праздничный стол для 4 мужчин? Советы от многодетной мамы Дарьи Габышевой. Я всегда делаю закуски, потому что это всегда очень удобно, это быстро. Это можно сделать в режиме, скажем так, реального времени, можно привлечь к этому детей. И, конечно же, после этого меньше нужно мыть посуду, вот это все. То есть, да, это то, что реально экономит время. Когда аниматоры тоже празднуют Новый год, родителям приходится выкручиваться самим. Минимум затрат, максимум позитива и настроения. Как провести длинные выходные с детьми и не заскучать, покажет семья Матвеевых. Новогодний период – это период засиживаний дома, ну и это пора настольных игр, когда ты можешь достать уже запылившиеся, когда-то давным-давно купленные игры. Это общение с детьми объединяет. Дети больше начинают доверять и обмениваться опытом. Они у нас берут. И общение, живое общение. Сейчас как все в телефонах сидят, а живое общение, как говорится, никто не отменял. Егорке уже 2 года, он уже много чего понимает. Давай в этот раз устроим настоящий праздник. Маскарад? О, супер! Ролевые игры мы любим. Да уж, оригинально. А какие у вас идеи? Как встретить Новый год так, чтобы потом еще много лет вспоминать об этом празднике? Мы планируем будущий Новый год, мы хотим встретить его на даче, то есть поставить живую елку, украсить все красивой гирляндами и устроить детям вот прям какое-то такое представление, то есть со своим салютом, со своим, не знаю, Дед Морозом, возможно, да. И мы каждый год приглашали Деда Мороза со Снегурочкой. И так получилось, что мы встречали Новый год в Сочи, и Снегурочки просто не оказалось. Пришел один Дед Мороз. Пришел он уже такой хорошенький. И пришел не в том виде, в каком обычно привыкли видеть мои дети нашего якутского Деда Мороза. И тут какой-то наступил момент разочарования. То есть они не поверили, что это действительно настоящий Дед Мороз, но мы, конечно, попытались им объяснить, что тут очень жарко, тут Дед Мороз бы растаял, он не смог бы сюда так, приехать. И видимо, в этот момент у детей вера в Деда Мороза немножко была подорвана. А ваши дети верят в Деда Мороза? Да, верю. Да, верю, можно сказать. Да, я верю в Деда Мороза. Я представляю
приходит на санках, там с оленями. Он как-то своим волшебством заходит домой и ложит подарки и обратно едет. Я в Деда Мороза не очень верю, потому что когда мы всегда в Новый год уезжаем, и там где-то в другое место, и там мне практически ничего не дарят. Я веган. А что ты хочешь от него получить? Я хочу пианино. Пианино, вау. В этом году я хочу у него попросить маленького щенка породы шпиц. Моя самая главная мечта – это получить любой iPhone. Потому что у моего брата есть iPhone, мамы, папы, сестры, у меня один Android. Моя самая большая мечта – это ноутбук. Я бы хотел себе приставку с бесконечными играми. Петь, а ты верил в Деда Мороза? Верил. Я помню, лет в 5 я вышел на улицу. Было темное звездное небо, морозное такое. И по небу пролетел то ли болид, то ли метеор. Фух. Я такой: Дед Мороз! Жаль, в моем детстве таких чудес не было. Слушай, ну я очень хочу, чтобы наша Горка верила в чудо, ну хотя бы лет до 8. Конечно. Конечно. Да, спасибо. А вообще, нужно ли рассказывать детям правду про Деда Мороза? Поговорим с психологом. Александра Николаевна Уварова – практикующий психолог в психологии середины 90-х с перерывом на предпринимательство, где и применяла эти знания в работе с сотрудниками, проводила тренинги и семинары. В 2019 году решила полностью посвятить свою жизнь психологии и в феврале 2021 получила диплом. В данное время занимается частной практикой. Александра, родители часто тратят уйму времени, чтобы убедить ребенка, что Дед Мороз существует. А потом, когда ребенок узнает от посторонних людей правду, для него это становится моральным потрясением. Он говорит, нападает на родителей, говорит: почему вы мне врали? Это правда так? Это действительно потрясение для ребенка, потому что в младшем возрасте у детей присутствует такое сказочное мышление, то есть они верят в чудеса, они верят в Деда Мороза, и для них это такое основа их жизни, одна из основ. Поэтому если она рушится, конечно, для ребенка это катастрофа. А во сколько лет тогда, экологически все сугубо, конечно, индивидуально, да, но младший школьный возраст, точнее, вообще младший ранний возраст, это тот возраст, когда нужно поддерживать эту веру. Но если вдруг это произошло, такое вот разочарование, то нужно, конечно, ребенка пожалеть, ему посочувствовать, да, и постараться, если невозможно восстановить, то хотя бы выслушать, с ним вместе погрустить. Потому что для ребенка, когда ему говорят, не обращают на его проблемы внимания, говорят: ну что ты, это же всего лишь Дед Мороз, это же сказки, ты же уже большой, а он хочет еще побыть маленьким, ему нужно вот это вот внимание мамины, любовь и забота, почувствовать это, потому что если это ребенок не получит от самых родных людей, то эта травма остается такой завуалированной, но она переносится, к сожалению, во взрослую жизнь. Потому что даже в моей практике был такой случай, когда взрослая женщина не могла, не было у нее такого ощущения доверия к маме, которое переносится на ближний круг общения, даже, например, на супруга. И когда мы выяснили, в чем причина этого недоверия, как раз мы выяснили, нашли ту ситуацию, когда девочка была разочарована в том, что Деда Мороза не существует, а мама не разобралась, она ее поругала за то, что она отказалась не настоящему Деду Морозу рассказать стишок, понимаете? И вот в этот момент произошел такой вот ключевой момент недоверия к маме. Мама, ты мне не веришь, я тебе не доверяю. Значит, ко всем? Да. А вот чем полезна вера в Деда Мороза детям?
Ну, полезно в том, что это, во-первых, сказка. Сказки учат каким-то переживаниям, каким-то эмоциям. Фантазию, говорят, развивают. Фантазию развивают. А развивают в то, что нет границ на самом деле возможностей, да? И почувствовать вот эту вот любовь, вот это вот изобилие. Потому что для ребенка Дед Мороз — это все-таки какое-то олицетворение внешнего мира. Какие возможности дает внешний мир ребенку, какие они есть и какие они могут быть. Ребенок тренируется вот таким вот эмоциям, как удивление, восхищение, радость, удовольствие от подарка. Предвкушение. Предвкушение – это очень такие вот базовые чувства, которые помогают даже в бизнесе. Как бы это такие вот не очень серьезные вещи, но они потом очень влияют на наше мышление во взрослой жизни. Ну вот пример. Дети составляют огромный список баснословно дорогих подарков. Родители выбрали более или менее те, которые они могут себе позволить купить, положили их под елку. А ребенок будет на следующий Новый год составляет еще более широкий список. Как быть? Сказать ему правду? Это как-то всегда происходит постепенно. Не надо специально говорить ребенку и разочаровывать его в том, что Деда Мороза не существует. Все происходит вовремя и естественным образом. Потому что когда ребенок живет в таких каких-то иллюзиях искусственно созданных, конечно, нет тут ничего хорошего. Но если отвлечь ребенка, вот именно тот момент, когда вот он наступит, и ребенок узнает какую-то информацию не для него предназначенную, то в такой момент есть очень хорошая такая история, когда ребенка вовлекают в историю, что говорят, вот теперь ты достиг того возраста, когда ты можешь узнать тайну. И мы можем стать Дедом Морозом для кого-то другого. Давай попробуем. Точно. И вы переключите, то есть его переводите на какую-то новую ступень. То есть получается, мы тем самым даже ответственность развиваем, да, в ребенке. Он может стать Дедом Морозом. Для младших братьев, например. Да, совершенно верно. Замечательный вариант. Спасибо вам большое, Александра. Во благо. А мы продолжаем. Не переключайтесь. Петь, мы забыли про самое главное. О чем? Что мы будем готовить? Ну, пойдем к бабушке. Нет, в этот раз я хочу блеснуть кулинарными талантами и их пригласить к нашему столу. Когда нужно думать? Уже сейчас. Ну все, я пошла искать рецепты. Итак, я пересмотрела кучу новогодних рецептов, и все какие-то сложные, ингредиенты замудренные. Орехи там ночью вымачивать, авокадо мариновать. Не, ребят, я долго готовить не люблю. И поэтому я обратилась к блогеру, многодетной маме, которая работает и точно ценит свое время. И еще, знаете, она умеет накормить целую толпу мужчин. У Даши Габышевой 3 сыновей, близнецы Миша Мирон и малыш Алексей. В модных кругах Даша больше известна как Бронислава Май, востребованный коуч по стилю и очень яркая, активная девушка.
И сегодня мы у нее в гостях. Так, ребята, вы, наверное, думали, что я на кухне у Натальи Оконешниковой? Нет. Сегодня я у Даши в гостях. И что мы будем готовить? Вот мамочка, которая ценит свое время и работает так много, как ты. Что приготовить на новогодний праздник? Что я буду готовить на новогоднюю ночь? Ну, во-первых, конечно, я всегда делаю закуски, потому что это всегда очень удобно, это да, быстро. Это можно сделать в режиме, скажем так, реального времени, можно привлечь к этому детей. И, конечно же, это после этого меньше нужно мыть посуду, вот это все. То есть, да, это то, что реально экономит время. Поэтому мы прибегнем еще к услугам. Да, конечно, да. Я считаю, что заказывать еду вполне нормально. То есть мы живем в 21 веке, где каждую услугу, да, так или иначе, оказывает специалист. То есть я, например, сама работаю в сфере услуг, да, помогаю людям разбирать их гардеробы, формировать их стиль. Почему я, как человек, который уважает и знает, что такое услуга, да, не закажет реальных профессионалов, которые тебе и украсят, и все сделают так, как надо. И тебе не нужно будет занимать на это много времени, сил, энергии. Поэтому я считаю, что это, конечно, важно. То есть, это выход. Да, это потому выход. Что самый ценный ресурс – это да. у мамы время. Время, конечно. И более того, перед Новым годом очень много клиентов, ну то есть у меня, например, с точки зрения работы, которым нужно помочь подобрать образы, из которых нужно подготовить к корпоративам. Поэтому почему бы не помочь другим людям? Не заказать доставку. Вот. Но, тем не менее, мы будем кое-что готовить своими руками. Сегодня у нас в меню даже напитки. Да, сегодня это будет безалкогольный глинтвейн. Это очень новогодний напиток, он у меня ассоциируется вот с какой-то теплотой, с таким уютом, с Рождеством. Знаешь, немножко картинности хочется. То есть это все не занимает много времени, что немаловажно, опять же. Поставим. Да, давай попробуем. Так, здесь у нас с тобой глинтвейн. Наша задача его просто погреть. То есть мы греем сок, мы его потом только буквально немножко. Сейчас мы с тобой берем апельсин, яблочко и красивенько нарезаем, то есть для того, чтобы добавить наш подогретый сок. Ух ты, грибной, да. Какой красивый. Очень красиво выглядит, ну и кислинки придает. Да, может такая нотка. Да, то есть буквально немножко, много не надо. Потом все равно можно добавить сахара там по вкусу, остальных каких-то ингредиентов, да. Там по чуть-чуть буквально. Сейчас мы все это с тобой выложим. Вот так вот сюда. Нас атакует Алексей. Да, ну, понятное дело, что когда у тебя маленький ребенок, ты в любом случае будешь всегда, как говорится, на фокусе, да? Тебе нужно, один глаз смотрит в одну сторону, другой глаз должен смотреть всегда за ребенком, потому что если один момент раз упустил, все, потом он тебе уже не даст спокойно ничего делать. Так, здесь мы, получается, заново включаем плитку, немножко так моя, не инстаграмная кастрюля, но... Да что делать? Да, жизнь, это, да, главное, что лайф, знаешь, вот, потому что все время удивляешься, думаешь, как люди живут так чисто, я все время поражаюсь, думаю, как люди с детьми вот живут в нормальных чистых квартирах, со стенами не изрисованными, что, дети как летают, я не знаю, мои, например, нет. Дети должны подмигнуть. Да, детей должно быть видно. Даша, я хочу тебя успокоить, у Джейми Оливера точно такая же кастрюля. Хорошо, супер. Потому что он много готовит, да? По-любому. Он семейный человек. Имеет право, да? Ну, на самом деле так и есть, потому что когда ты вот тут немножечко, смотри, мы добавляем буквально имбиря, потому что переусердствовать будет прям совсем кисленько и невкусно. Гвоздики тоже буквально чуть-чуть. Так. Запах. Ароматы, да, ароматы. Вот самая фишка в глинтвейн это по большей части, мне кажется, во специях, потому что так добавляет каждый что, ну то есть на что гораст, кому что больше нравится, тот то и добавляет. Так, огонь потише надо сделать, что-то я перестаралась. Да, тут, в общем, только от собственного энтузиазма и своих там пожеланий. Чуть-чуть закипит, прямо раз, отключим и сразу корицу положим, и в принципе будет готово. Надо бы, чтобы он потом стоял. То есть, когда он нагревается, чуть-чуть вскипел, надо, чтобы глинтвейн немножко настоялся, потому что это ароматы раскрылись в теплоте. Да, мы вот потом вот в эти прекрасные стаканы все нальем, корицу туда сверху положим. История. Наша ложка у Лёши. Кухня, которую я заслужила, реально. Ложка на полу. Будни у мамочек.
Нет, на самом деле, да, так и есть. Знаешь, у меня была недавно такая ситуация, когда я пыталась найти, типа, терку. Вот, ты думаешь, где же моя терка? Потом идешь, думаешь, надо в детской посмотреть, по-любому там. Так оно обычно и бывает. То есть берут, там, знаешь, там пластилин потрут, там на ней свечку последний раз потерли на терке. Я думала, елку украсили теркой. Ну, елка, да, у них там по-своему украшена, только по низу, понимаешь? То есть вот роста на что хватило, елка у нас вот так снизу украшена, сверху пустоватая, так, то есть я там так повешала для виду немножко. Ну, то есть я даю свободу творчества, вот у меня нет такого понимания, что елка должна быть вот какая-то, знаешь, что прям условно красивая в одном стиле или что-то еще. Мне кажется, что когда есть дети, это должен быть такой семейный процесс, что дети должны оторваться на этом, и они должны свою елку потом помнить. То есть мне кажется, что в этом есть определенная атмосфера. Согласна. Я тоже в этом году буду делать как в Простоквашино. Да, реально. Здесь у нас тарталетки. Это тоже, сама понимаешь, самое простое, что можно сделать. Тарталетки делать своими руками я не рекомендую, потому что это не с первого раза может получиться. Потому что, ну, видишь, форма, да, понимаешь, да, да. То есть купил готовые формы в магазине, 12 штук, у нас 11, одна сломалась. В общем, сейчас мы это все сюда... Да, мы делаем начинку, мы сейчас сюда все выкладываем. У нас тут яйца, сыр тертый, крабовые палочки, майонез, чеснок и кукуруза. Вот я все перемалываю на блендере. Знаешь, это гораздо... Экономия времени. Да, это экономит время. У меня все в блендере, раз-раз, и готово. Тоже ничего на терке я там часами не тру. Не знаю, не вижу в этом смысла. Но когда дети делают, как бы можно дать им для развлечения, да? Ну, то есть, чтобы их занять. Они тебе помогают? Да. Ой, блины. Дети обожают готовить блины. То есть, если спросить моих детей рецепт блинов, они вам 100% скажут, что нужно, зачем класть. Я их учу тому, что всегда им говорю, что вот сейчас мы с вами учимся, да, вы маленькие, я вам показываю, вы запоминаете и потом делаете сами. И сейчас, когда сын мне говорит, мама, я хочу макароны, например, я говорю, иди поставь воду. Это тот процесс, который научит его самостоятельности. Это хорошие навыки, которые для парня, мне кажется, в жизни очень необходимы. Чтобы он не зависел от девушки. Да, чтобы не было у него потребительского отношения к женщинам. Женщина, она не человек, который должен просто, скажем так, обеспечивать быт мужской. Простите, может, это кому-то не очень нравится, но я считаю, что это факт. Что мальчик должен не искать себе маму, он должен искать себе спутницу, он должен искать себе напарника по жизни, человека, с которым ему будет комфортно жить. Да, с которым ему будет интересно. А не так, что, ну, с ней хорошо, с ней удобно. Да, с ней удобно. Я вот прихожу, все есть. Ложусь спать, все есть. Вот не хочется мне такого. Я желаю и своим детям, конечно, в первую очередь, искренней взаимной любви, где они смогут проявиться как... Личности. Да, как личности, и чтобы у них не было потребительское отношение к своей паре. Вот, это для меня очень важно. Здорово. А твой брак такой, Максим такой? Да, безусловно, мы самые настоящие партнеры. То есть мы с Максимом партнеры на 100-500%. То есть если... Взаимозаменяемые. Да, взаимозаменяемые. То есть у нас есть правило, что мы сидим с детьми по очереди дома. То есть у нас неделя разделена по дням. Есть дни, когда сидит Максим, есть когда я. То есть получается, что я работаю 3 дня в неделю, Максим 4 дня в неделю. Супер. И это взаимная договоренность для того, чтобы у него тоже не было чувства вины по отношению к детям, что он не уделяет им время, чтобы не было такого, что дети не видят отца, потому что хочется, чтобы они знали, что папа это тоже не человек, который все время работает, а это тоже личность, с которой может быть интересно, человек, который принимает участие в их воспитании. Я доверяю ему полностью воспитание детей. У меня нет такого, что женщины это делают лучше там или что-то еще. Нет, я так не считаю. То есть тот, кто сидит дома с детьми, понятное дело, тот и делает какие-то домашние заботы, потому что второй член семьи на работе, родитель, да. Это супер. Я тоже могу этим гордиться. Петя, спасибо тебе огромное. Да, я тоже очень благодарна Максиму за то, что он такой, я бы сказала, сейчас это называется современный мужчина. Вот. Поэтому я уважаю, конечно, мужской труд. Я понимаю, что мужчины физически сильнее, да, так или иначе, природа так устроена. Но это не значит, что они не могут перенимать какие-то заботы по дому или что-то еще. Слушай, я надеюсь, что все мужчины сейчас услышали и согласились. И отключили. Не переключайтесь. Та-дам! Даша суперхозяйка, работающая мама, и потратила на все это Минут 15. У нас еще не готов глинтвейн, но сейчас его нальем. Я слышу, он закипает. Да, уже самое время. Так, разогнем. Чем корицу туда тоже положим. Ну, вообще эффектно, конечно. Вот.
Наталья, конечно, держи. Да, ой, я обожаю Наташу. Она вообще, она классная. Ее аура, это просто вот человек, рядом с которым хочется находиться 100%. Так, ну что, вот наш чудесный глинтвейн, безалкогольный, запах просто восхитительный. И тарталетки здесь все тоже просто. Купили готовые тарталетки, туда у нас идет чеснок, майонез, кукуруза, крабовые палочки, яйцо и сыр. То есть это удобная заправка для чего угодно. Слушай, Даш, вот мы поняли, тарталетки твоя коронка. Да, это моя коронка, да. Да. А есть у вас такое новогоднее блюдо, вот, которое традиционное? Или еда? Вот, еда? Вот поставил на стол и все, праздник в вашей семье. В нашей семье это торт. А вы елку когда поставили в этот раз? Елку мы поставили буквально неделю назад, потому что мы приглашали детям уже Деда Мороза. Мы его пригласили с проверкой. Мы так ему сказали, что это Дед Мороз пришел с проверкой посмотреть, стоит ли у вас елка и хорошо ли вы себя ведете. Все, Дед Мороз пришел, такой посмотрел, все хорошо, все молодцы, подарки в этом году вы получите. Ну, то есть это некоторая, честно признаюсь, манипуляция детьми, но то есть это небольшой рычаг для того, чтобы управлять, потому что дети верят в чудо, и мы это сильно поддерживаем. То есть мы поддерживаем магию, всевозможное волшебство. Я хочу, чтобы дети понимали, что если ты хорошо, сильно подумал о чем-то хорошем, оно обязательно получится. И мы это поддерживаем. И я надеюсь, что это они пронесут свое вот это ощущение детское до взрослого возраста, потому что я хочу, чтобы их внутренний ребенок был всегда счастлив, всегда был в гармонии. И я понимаю, что это полностью зависит от нас сегодня. Вот супер, да. А подробнее про подарки мы поговорим дальше. Оставайтесь с нами. Спасибо большое, Даш. Я желаю всем, кто сегодня нас смотрит, и, конечно же, всему нашему миру с вами, того, чтобы сейчас, в наше время, мы в первую очередь были счастливы, слышали себя, жили в гармонии с собой и оставались здоровыми, берегли своих близких. Пусть в будущем году в вашей жизни будет очень много любви, улыбок, счастья и поводов для радости. С Новым годом! Что подарить детям, друзьям, родным? Каждый год одно и то же. Ломаем голову над подарками. А я время зря не терял. Набросал целый список. О, какой ты у меня молодец. Осталось только подумать, как красиво, оригинально упаковать, ну или подписать открытку. Узнаем в нашем следующем сюжете. Всем привет с наступающим Новым годом! Меня зовут Айсен. Меня зовут Светлана, я мама Айсена, и сегодня мы вам покажем 3 варианта упаковки новогодних подарков. Первая – это вот такая коробка. Вторая – это новогодняя носочка. И третий вариант – это крафтовый пакет. Далее мы вам покажем, как это можно все сделать своими руками. Для первого варианта упаковки нам понадобится любая коробка. Мы ее обклеили журнальными листами и для того, чтобы придать праздничное настроение, украсили ее декором. Второй вариант упаковки – это вот такой трикотажный носок. Он шьется очень легко, всего лишь нужно вырезать ткань по форме носка. В такую упаковку можно поместить какой-нибудь сувенирчик или какой-нибудь небольшой подарок. Еще один вариант – это крафтовый пакет. Для того, чтобы его изготовить, не нужно покупать готовые пакеты. Материал для этой упаковки найдется у вас дома. Дело в том, что мы его сделали из коробки молока.
спасибо за внимание. Желаем счастливого Нового года. Всем пока! Слушай, если к нам придут все дети, если мы будем отмечать всей семьей, дома будет настоящий Армагеддон. Да, надо заранее подумать, как и чем занять детей. Да и взрослые, я думаю, присоединятся. Да, любишь играть? В нашем следующем сюжете мы узнаем, как. Анна и Николай Матвеевы – веселая и позитивная семья. У них 3 детей. Самому старшему уже 20, а младшим Матвею и Тимофею 7 и 4 годика. Глава семьи – ученый-изобретатель, а улыбчивая красавица Анна в прошлом ведущая вечеров и точно знает, как создать атмосферу праздника и веселья. Анна, Николай, спасибо, что пришли. Тимофей, Матвей, привет. Наоборот. То есть, так, ребята, готовы поиграть? Мама придумала нам столько идей. Итак, Анна, тебе слово. Ну что, самая первая игра будет веселая. Нам нужно будет из этих бумажек, да, нам нужно будет сформировать комочки в виде снежочков. Хорошо? Так, я дам несколько бумажек Так, тебе. Николай, что-то вам взгрустнулось. Да, нет, мы сейчас всех вовлекаем в игры, все будем, все будем, да, живые. Супер. Так, так. Все, и давайте, кто быстрее кто больше, сделает. да? Да, кто больше. И прямо вот сюда. Так, у кого кучка будет больше, да? Так. Может, у кого-то быстрее легче. На, держи. Пока ты не скажешь стоп. Молодец. Сейчас мы немножко поимпровизируем, и мне нужно будет твоя шапочка. И теперь попробуй попасть в шапочку свою. Ну-ка. Да, давайте Викторию тоже попросим, чтобы она попала. Опа! Не получается. Я даже бросаю. Ой, у Николая прям супер. Давай, кидай. Оп! Давай, кидай. Молодцы. Теперь я. Ну вот примерно такие игры, в принципе, вы можете. еще есть. Так, давай. Минимум затрат, максимум позитива и настроения. Нет, Молодец. Да, классная идея. Я дома тоже так попробую. Николай, может, у вас какие-то идеи? Во что играете дома? Ну, Альянс можно поиграть. Мы еще любим играть с детьми шакал. Тоже это такая настольная игра, да. Да, на новогодний период, это период засиживаний дома, да, мы сидим, играем, начинаем общаться поближе, потому что у нас новогодние каникулы. Ну и это пора настольных игр, когда ты можешь достать уже запылившиеся, когда-то давным-давно купленные игры. Долгими зимними вечерами. Да, у детей, кстати, еще очень, они очень любят играть в дженгу, вот прям очень любят играть. Я иду больше на Дженга. Башенки строят они, деревянные башенки. Ну вот и мы все равно тоже опять-таки координация, внимание, да. Ловкость. Еще поиграем, да? Давай. Так, ну что, во что поиграем, Матвей? Сломанный телефон? Нет. А я хочу, я 100 лет только в садике играла. Отличная игра, я думаю, да? Поиграем в сломанный телефон, да? Так, ну что, начнем. С меня? Да? Я придумала слово. Ну, Ну ладно. новогоднее какое-нибудь, не слишком сложное. Так, а мы пока немножко пошуршим. Так. Так, Николай. Дед Мороз. Дед Мороз. А ты что? Я сказала, мы справимся. Я так вот Мы справимся. Бывает. Мы справимся, превратился в Дед Мороз. У ребенка Новый год. А еще какие игры есть? Как где? Крокодил. Да, крокодил. Мы очень любим играть в крокодил. Это как пантомима же, да? Да, пантомима. Дети сами себе придумывают. Мы даже им не загадываем, они сами себе придумывают каких-то персонажей, и мы должны просто их угадать. Да, это любой будет. Пусть Матвей да, покажет. сможешь продемонстрировать? Давай, покажи, что Давай. Все. Я знаю, что это. большое. Звезда. Да.
Звезда? Я угадала! Я думала, елочка. Так, давай еще какую-нибудь. Уже немножко посложнее, чтобы мы немножко подумали. Смотри, медведь. Елка! Да? Угадали. Медведь! Да, медведь. Николай, а насколько важно вообще так проводить время вместе с детьми? Ну, это общение с детьми объединяет. Дети больше начинают доверять. Готовим мы вместе, тоже пытаемся готовить вместе. Детей вовлекаем. Обязательно в любые процессы, будь то покраска, готовка, все что угодно. Это интересно и взрослым, и детям. Ну, немножко терпения, То есть конечно, Новый год взрослых. это у вас правда такой переполох? Да, и это, повод конечно, заняться? это переполох, конечно, да, это. Ну и самая такая, наверное, большая традиция, наверное, ну, не знаю, салюты, наверное, как у всех. И очень благодарна, что вы сегодня нас развлекли. Спасибо, что Да. позвали, спасибо большое. Спасибо, Да, и что подали столько идей. О, в этой предновогодней суете нам всем нужна волшебная фея. Прилетела бы она, взмахнула палочкой, вжух, и муж, дети, дом был бы готов уже. Я Вставай. попробую тебе помочь. Правда, у меня не волшебная палочка, а целый посох. О, настало время рубрики «Лайфхак для мамы». Этим выпуском мы закрываем сезон. С Новым годом, друзья! С наступающим! Я желаю вам тепла в семье, доверия, поддержки с самыми близкими. А с остальным мы справимся. Пока-пока. Сказка – это новая жизнь. Сказка – это любовь. Сказка – это счастье. Сказка – это забота о мамах и малышах. Магазин «Сказка Бэби», Лермонтова, 49. Ищите, где качественнее и необычнее провести время, я вам подскажу. Лофт – это не просто фотостудия. Устали, хочется отдохнуть? Я нашла для вас классное место. Здесь очень уютно, можно провести вечер с друзьями или коллегами.